Бисмилля, альхамдулилля, саляту вассаляму аля расулилля. К сожалению, организаторы немножко подвели, как микрофон подвел в прошлый раз, да? И сегодня записи нет. Мы продолжаем уроки поминания Аллаха. И сегодня, пока мы ведем повтор, то есть вспоминаем тему прошлого урока, и это моменты, обстоятельства, когда сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас восхвалять Аллаха. И я надеюсь, что все-таки нашлись те братья и сестры, которые нас слушали, они все-таки поискали в книгах, кто-то в интернете, те слова поминания Аллаха, восхваления Всевышнего Аллаха, которые мы вспоминали во время прошлой лекции. Ну, я могу ошибиться, но, по-моему, только один человек ко мне подошел и спросил, где можно найти эти зикры. Поэтому, на самом деле, даже те зикры, которые мы с вами вспоминали, зикры после восхваления Аллаха, после принятия еды, да, там мы с вами привели несколько вариантов, которые использовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Даже вот если эти варианты мы с вами выучим, вникнем в смысл, в глубокий смысл этих слов и будем их использовать, это уже победа, и это уже, как говорится, результат этих лекций. Потому что очень много сегодня информации, и во время пятничных проповедей, и во время уроков, в интернете очень много. Но, к сожалению, любая информация, которую мы не будем использовать в жизни, не будем притворять в жизнь, в практику, да, она просто исчезает. Как Али ибн Абу Талиб говорил, когда внутрь человека проникает знание, это знание сразу же начинает искать своего друга. Если это знание найдет своего друга, если друг откликнется на его зов и подойдет к нему, он останется у человека, в человеке. Но если знание не найдет своего друга в человеке, да, оно покинет его. И что за друг у знания? Аль-амаль. То есть айлм, знание, и амаль. Действие. Действие. Поэтому любой аят, который мы с вами слышим, хадис, который призывает нас к чему-то благому, если мы не будем его использовать в жизни, да, это знание уйдет. Оно уйдет. И, может быть, пользы в том, что мы будем говорить вот этим пластмассам, которые просто записывают. Отсюда оно не уходит, оно дольше. А мы это все забудем. Поэтому знание нужно использовать. Обязательно нужно использовать. И сегодня будем говорить о том, что побуждает нас восхвалять Всевышнего Аллаха. Потому что одна из причин, почему мусульмане должны восхвалять денно и ночно Всевышнего Аллаха, мы говорили, что это нескончаемые дары, блага Всевышнего Аллаха, которые просто льются на нас проливным дождем. Они просто льются на нас. Невозможно даже не то что сосчитать, невозможно даже понять, сколько благ мы получаем от Аллаха. Да, видя вот эти блага, то, чем ты владеешь, это должно побуждать твое сердце благодарить Аллаха. Это должно сердце, которое понимает, что это все от Аллаха, что это милость, оно должно воспроизводить. Душа, как там, язык черпала души. Так ведь? То, что в душе, в сердце человека, оно должно выходить наружу. И поэтому мы должны восхвалять Аллаха, видя то, чем Он нас наделяет. Поэтому это первая причина. Вторая причина, почему мы должны восхвалять Аллаха. Не просто потому, что Он нам что-то дает, что-то мы от Него получаем. Мы должны восхвалять Аллаха за Его величие. Просто за то, что Он есть. За то, что Он великий. За то, что Он всемогущий. За то, что Ему присуще
совершенные, величайшие качества, наипрекраснейшие имена. Вот за это мы должны восхвалять Аллаха. И сегодня вот как раз та причина, которая побуждает наши сердца, наши языки восхвалять Всевышнего Аллаха, это изучение имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. То есть сердце как может возвеличивать Творца, как сердце может восхвалять Всевышнего Аллаха или просто любить Его, страшиться Его гнева, пока сердце очень мало знает о Нем. Если человек не знает Аллаха, если человек не изучает Его, то есть те знания, которые Аллах дал нам про себя, как он может возвеличивать Аллаха? Как? Поэтому недостаточно того, чтобы говорить людям: «О, восхваляйте Аллаха», и все начнут восхвалять Его. Да? Или там возвеличивать Аллаха, и начнут все возвеличивать Аллаха. Этого недостаточно. Поэтому Всевышний Аллах, наряду с тем, что Он призывает нас возвеличивать Аллаха, любить Аллаха, страшиться Его наказания, поклоняться Ему, Аллах рассказывает нам о себе, о Его величии. Аллах рассказывает нам о Его милости по отношению к нам и ко всем творениям. Независимо от того, он верующий или же тот, кто проявил неверие по отношению к Аллаху. Даже самые последние кафиры, неверующие, мушрики, они получают свет солнца от Аллаха. Они получают воздух, без которого они не могут жить. Это же милость Аллаха даже по отношению к ним. Поэтому и это касается абсолютно всех ценностей. Абсолютно всех. Возьмите, более такие, может быть, простые для обычных людей ценности, как уважение к родителям, благочестие к родителям. Вот все помните, да? Чему нас учили в школе? У кого в школе учили, чтобы мы не уважали и не любили наших родителей? Я думаю, нет таких школ. Нет таких детских садиков. Нет таких институтов, где молодежь призывает, чтобы они ослушались своих родителей, чтобы они шли против воли своих родителей. Нет, нам везде говорят: вы должны уважать ваших родителей. Нам везде говорят, что пить это плохо, курить это плохо. Нам везде говорят, что старших нужно уважать. Но почему-то нам, то есть я говорю нам, про тех, которые почувствовали, что такое джахилия, которые с детства не выросли на воспитании Корана и Сунны. Я сам видел, в каком-то роде, Аллах миловал, конечно, от многих вещей, но до 15 лет я не знал, что такое намаз, что такое, даже бисмилля не умел говорить. И кумган в держах не держал, никогда не держал в руках. Да? То есть мы познали, что мы были октябрятами, мы были пионерами, кто постарше, они там еще больше видели. Да? Но нам всегда говорили хорошие вещи, но почему-то это у нас не получалось. Молодежи всегда говорили, что нельзя курить, но все курили. Молодежи говорили, что пить плохо, все пили. Молодежи учили на беседах, да, в школах, что нельзя материться, все матерились. Да? Почему? Потому что говорить, что это можно, это нельзя, или что это нужно обязательно, этого недостаточно. Вот посмотрите методику Корана. Это же самая лучшая методика. Это самая лучшая педагогика. От кого? От американских ученых? От европейских ученых? От Монтессори? Или еще кого там? Которые многие там, кто-то детей учит весь мир воспитывать детей, а сам сдал детей в детдом. Или там кто-то учит всех быть счастливыми, а сам повесился в итоге. Да? Нет. Это педагогика от Создателя. И лучшей педагогики быть не может. Аллах говорит, например, мы начали про благочестие, да, к родителям. Аллах говорит: «Вабильвалидейни ихсана». То есть поклоняйтесь единому Аллаху, не предавайте к Нему сотоварищей, и благочестие к родителям. Вы должны уважать, величать своих родителей.
Понятно. Но Аллах продолжает. Хамалятху уммуху. То есть мать носила дитя, испытывая одно страдание за другим. То есть за что? Почему нужно уважать родителей? Так это все мы знаем. Но Аллах объясняет. Аллах дает нам представить, как мы, вот эти надменные, высокомерные существа, такие большие, да, сильные, когда-то были слабыми, беззащитными, никчемными существами в утробах наших матерей. И чтобы мы появились на свет, Аллах рассказывает нам, сколько страданий испытывали наши матеря. То есть период беременности женщины нами. И вот когда первый раз я послушал египетский шейх Асхара, у нас в мадресе преподавал, да, шейх Масхуд, да возблагодарит его Аллах. И когда он нам рассказывал вот этот аят, а эти слова Аллах повторяет в нескольких местах, да, он прямо руками показывал на живот. Я сидел, мне тогда было сколько лет там, да, 17 или сколько, я сидел и я представлял живот моей матери. Я никогда об этом не думал. И вот Коран заставил меня первый раз призадуматься. На самом деле, я еще не родился, меня еще не звали там ни Юсуфом, ни кем другим, у меня фамилии не было, у меня ничего не было, меня не было. Мать никогда меня даже не держала в руках, никогда не видела, я никогда не улыбался, это я, да? Меня нет. Я уже сколько страданий принес моей матери. То есть, нам, мужчинам, конечно, этого не понять. Вот я помню одну сестру, она абсолютно посторонний человек для меня, она говорит, когда она была во время первой беременности, да, у нее были страшные проблемы со здоровьем, с психикой. Я, говорит, так зауважала свою маму, говорит. Я, говорит, приходила к маме и плакала, говорит, извинялась за то. Вот я, говорит, поняла, что я принесла матери, да, столько страданий, говорит, я когда сама, говорит, рожала. Когда сама была беременной, вот с этим мешком, с ведром ходила, говорит, туда-сюда, спать не могла, есть не могла, там токсикоз, тошнит от всего, да, все, жить неохота было, говорит. Ее там эшкердык, мы там к психологу там она ходила, к психиатру уже ходила, потому что на самом деле очень сложная была беременность, да. И вот я, говорит, тогда поняла, говорит, что такое право родителей, говорит. И это мы не поймем еще этим, потому что ребенку-то надо еще родиться. Надо еще всю жизнь вкалывать в этого, как сказать, неблагодарное существо еще столько сил, столько. И вот Коран объясняет нам это. Почему так нужно? Когда Аллах говорит, что мы должны поклоняться только Ему, Аллах нам объясняет, почему мы должны поклоняться только Ему. Потому что только Аллах Создатель всего. Аллах Вседержитель. Все в руках Аллаха. Ничто не может происходить, не поменяться, не стать другим, кроме как с мощи и по милости Аллаха. То есть, поэтому вот всегда нужно объяснять людям, почему это нужно делать. Почему? И вот здесь то же самое. Невозможно людям говорить, так, дорогие братья, все, восхваляйте Аллаха. Там мы берем тасбих и такие, альхамдулилля, альхамдулилля. А в голове там, что там жена скажет, домой приду. Что там дети, так там долги надо закрыть там. У Рустемовой машины стоят там, не знаю, очередь, как все решить, да, альхамдулилля, альхамдулилля. Понимаете? То есть, а на самом деле, зикр это же немножко другое. Это не просто четкий, да, ты там языком как что-то произносишь, а сам не понимаешь о чем. Субханаллах, мы про это очень долго говорили, да? Иншаллах, дойдем еще до Аллаху Акбар. Но это же все от сердца должно исходить. Поэтому первое, что побуждает нас восхвалять Аллаха, это умение видеть то, что Аллах тебе дает. И быть благодарным. И это, когда ты видишь,
что тебе Аллах дает, да, хотя бы часть, ничтожную часть того, что Аллах тебе дает, ты видишь, да, твое сердце начинает восхвалять Его. Твое сердце начинает восхвалять Его. Поэтому очень часто, когда мы рассказываем людям об Аллахе, не надо начинать с того, что ты должен Аллаху. Вот наша ошибка, когда мы многих людей начинаем воспитывать, да, мы начинаем говорить, ты должен там это сделать, ты должен намаз читать, ты должен пост делать. Ты сначала расскажи, что Аллах ему дал. А потом скажешь, а вот ты чем ему оплатил? Да, сначала расскажи то, что Аллах тебе дал. Ведь на самом деле в Коране аяты, которые приказывают нам что-то, побуждают нас к чему-то, их меньше, чем аяты, где Аллах рассказывает о своих благах. Почему Аллах рассказывает нам о небесах, о морях, о растениях, о животных, о, я не знаю, звездах? Это же все творение Аллаха. И это помогает нам понять величие Аллаха. Поэтому, когда мы призываем людей, очень часто мы ошибаемся, призывая их сразу там приказом, ты должен Аллаху вот это, ты должен Аллаху вот это, ты должен это. Ты сначала богатый, когда пришел в мечеть, прежде чем рассказать ему, сколько он должен закят платить, ты ему постарайся объяснить, что все, чем он владеет, это кто ему дал. А? Даже тот разум, ум, которым он владеет, он же, как Харун говорил, я все это приобрел из-за своего ума, я вот такой умный, да? Объясни ему, что разум это Аллах. Объясни, что даже то усердие, посредством которого он это все заработал, это Аллах дает. В один день Аллах может лишить его этого усердия, он будет на печке лежать, и ему ничего не надо будет. Все будут его бранить, все будут его ругать, жена будет мозг выносить, дети скажут, ты что, друзья уйдут, а он все равно ничего не будет делать, потому что Аллах лишил его. Так ведь усердие? Поэтому все от Аллаха. А вот когда он это поймет, он, может быть, сам даже спросит, а что я должен? Так ты должен всего 2,5%. 2,5% всего. Такой системы налогообложения нигде нет. Так ведь? Поэтому нужно правильно начинать. И вот здесь второй момент, который призывает нас, побуждает наши сердца восхвалять Аллаха, это изучение Аллаха. Мы должны знакомиться с Ним. Мы должны знать о Нем больше и больше и больше. И Аллах, чем больше мы о Нем узнаем, тем больше мы будем любить Его. Чем больше мы будем знать о Нем, тем больше мы будем величать Его. Вот есть некоторые творения Аллаха, мы люди, да? Вот некоторых людей лучше много не знать о них. Согласны, нет? То есть вот иногда с кем-то в хадж поедешь или на умру, потом говоришь, лучше бы я с ним Нормально, сколько лет я его знал. Такой хороший брат был, оказывается, Ладно, брат, салям алейкум. Уже так не хочется, да, с ним, потому что ты знал о нем что-то большее, и это большее почему-то тебя не порадовало. Потому что мы люди, у нас много недостатков, но Аллах, Субхана, Он пречист от всех недостатков. И чем больше мы будем узнавать о Нем, тем больше наши сердца будут склониться перед Ним. Смиренны. И поэтому очень важный момент, когда люди будут изучать, когда рабы Аллаха будут изучать Создателя. Потому что в основе каждое имя Аллаха, прекраснейшее имя Аллаха, это есть восхваление Аллаха. Когда говорим мы Аллах, это уже хамд, это уже восхваление Аллаха. Когда мы говорим Ар-Рахман, это уже восхваление Аллаха. Когда мы говорим Аль-Алим, что Аллах всезнающий, это уже восхваление Аллаха. Когда мы говорим Аль-Кабир, это уже восхваление Всевышнего Аллаха. И вот один из самых великих путей, который указывает нас, который учит нас восхвалять Всевышнего Аллаха, это изучение имен Всевышнего Аллаха и Его атрибутов. И мы должны знать, что у Вселенной есть Создатель. У Вселенной есть великий Создатель.
И этот Создатель, у него есть качества, которому присущи только совершенство. Мы должны знать, что есть Создатель, который является Аль-Хайю, вечно живым, Аль-Кайюм, вседержителем, который не нуждается ни в ком и ни в чем. И абсолютно все его создания нуждаются в нем. Мы это должны понимать. И это не природа. Даже сегодня школьные программы, вузов, СУЗов учат молодежь, что природа создает. Когда мы учились в мадресе, у нас помимо религиозных наук были светские. И нам преподавал профессор с института, с университета. И он специально, он любил, когда с ними спорили, поэтому я больше всех спорил с ним. Да, альхамдулилля, он любил таких, как я. И вот он каждый раз начинал свой урок. Хотя шакирды этого не любят, но я говорю, природа создает. И он так бросал нам вызов. Альхамдулилля, он хороший профессор был, просто ничего плохого о нем не могу сказать, но он специально бросал нам вызов. И вот как-то раз я подготовился, а с профессором спорить шакирду, это же, я сегодня не посмел бы, может, сейчас более такой умный, наверное, стал, да? Тогда что мне 17-18 лет, сначала делаешь, потом думаешь. И я подготовился и поднимаю руку и говорю, Фалян Фалянович, я очень вас уважаю, вы профессор, вы, конечно, очень знающий, но вы специально, говорю, каждый урок используете это слово «природа создает», да, и еще добавляете, шакирды, конечно, этого не любят. Я говорю, вы, пожалуйста, мне, неграмотному шакирду, объясните, что такое природа. Я не могу понять. Я помню программу 2 класса, что такое природа, да? И вот я ему начал объяснять. Я говорю, когда мы говорим «Аллах создает», о ком речь идет? Мы знаем, что Он живой, Он всевидящий, Он всеслышащий, Он всезнающий, Он всемогущий, Он любящий, Он милостивый. Просто мы не можем и не имеем права воображать, то есть представлять, какой Он, как Он видит, как Он слышит, да? Потому что этого нам не дано. Просто Аллах дает нам об этом знать, но ограничивает нас. Вот вы обо мне знаете это, все, дальше нет. Но здесь нет вопросов. То, чего мы знаем, этого нам достаточно. Что Он вечно живой, что Он вседержитель, что Он управляет всем и вся согласно Его мудрости, Его величию. Поэтому здесь каких-то нестыковок в понимании, да, каких-то проблем нет. Я говорю, а вот то, что вы говорите, природа создает, я не могу понять. Нам на 2 или 3 классе, я могу ошибиться, да, нам говорили, что такое природа. Природа – это то, что нас окружает. Это вот эти деревья, это животные, это горы, это океаны, это вот это. Я говорю, о котором из них вы говорите? То есть, о котором вы из них говорите? Может быть, это такая гора, большая-большая, которая все создает, всем управляет. Он говорит, нет, это не гора. Я говорю, а что? Может быть, это какая-то звезда? Может, это солнце? Нет. Я говорю, о ком вы говорите? О чем? То есть природа – это и есть создание. А Создатель, Он вне этой природы. Его не зовут природа, у Него нет таких имен, как природа. Поэтому мы должны понимать и объяснять людям, что у Вселенной есть Творец. И этот Творец Аль-Хайю, то есть Он вечно живой. И Он вобрал в себя все качества совершенства. Все качества совершенства. И Всевышний Аллах, Его знание абсолютно. Ничто не может оказаться вне Его знания. За пределами Его знания. Аллах знает абсолютно все. Его машиа, Его желание, в Его желание входит абсолютно все. Даже шайтан не может ничего пожелать, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха. Даже кафир
своими распутными, неправильными желаниями не может оказаться вне желания Аллаха. Просто Аллах дал ему желать то, чего он заслуживает. Но все это в рамках желания Всевышнего. Аллах говорит, и вы ничего не можете пожелать, кроме того, что пожелал Аллах. Кроме того, что пожелал Аллах. Его слух, Аллах слышит, ас-самир, и его слух объемлет абсолютно все. Ничто не может быть вне слышания Всевышнего Аллаха. Его Аллах видит все. Аль-Басир, он всевидящий. Вот я, во-первых, вижу тем зрением, которое Аллах мне дал, и никто не может видеть иным зрением, только то, что Аллах дал. Но мое зрение, оно не абсолютно, оно очень ограничено. Я вижу братьев, которые сидят перед столбом, но я не вижу то, что творится за столбом. Я что-то вижу внутри этих стен, но я не вижу то, чего там, то, что там. Кнопка Васыня, Сындар. Все сегодня подводят нас. Хамдулилля. Имам такой, наверное. Сындар, қырдағы не бараның? Тапты ма? Все было. Его царство, оно абсолютно. Если мы чем-то владеем, мы владеем только благодаря Аллаху. Но наше царствие, оно очень ограничено. Аллах, все, что существует на небесах, на земле, между ними, принадлежит кому? Принадлежит Аллаху. И ни одна молекула, ни один атом не может оказаться или существовать вне Царствия Всевышнего Аллаха. Абсолютно все Царствие Всевышнего Аллаха. Аллах аль-Гани, Аллах богатый. И Он ни в ком не нуждается. Он ни в ком не нуждается. Аллах мудрый. И Его мудрость объемлет абсолютно все. Все Его каноны в этом мудрость. Во всех фарзах, запретах, мудрость Аллаха. Во всем, что происходит на земле, на небесах, во всем есть мудрость Аллаха. Поэтому Его мудрость касается абсолютно всего. И эту мудрость мы видим, эта мудрость отражается в мироздании, в жизни Его создания. Аллах аль-Азиз, Аллах могущий, величественный. И Его могущество побеждает абсолютно все. Но ничто не может воспротивиться, сопротивляться или же победить Его могущество, Его величие. Аллах аль-Ахад, Вахид, Аллах единственный. И нет наряду с Ним, который бы разделил с Ним Его господство. Его господство над Вселенной. Никто рядом с Ним, у Него нет компаньонов, у Него нет соратников, у Него нет ровесников, у Него нет сотоварищей, которые бы разделили Его власть, Его могущество, Его правление. Абсолютно все в руках Всевышнего Аллаха. И никто не может разделить Его божественность. Никто не может поклоняться, не имеет права поклоняться кому-то наряду с Ним. Аллах един во всем. Аллах един. Ля шабиха. И ничто не может быть похоже на Него. Он один такой. И как бы заблудшие художники, я не знаю, какие-то другие, талантливые люди не пытались нарисовать Его. Я видел много рисунков, где якобы они там рисуют Создателя Всевышнего, это их домыслы, это их мечты, но Аллах не такой. И как бы человек не представлял, как бы шайтан не давал человеку представлять Аллаха, что он вот такой, что он такой, а Аллах не такой. Аллах не такой. Нет ничего, как Аллах говорит в Коране, лейса камифлихи шей. И нет ничего подобного Ему.
Нет ничего подобного Ему. Поэтому мы не можем Его объять взором, мы не можем Его увидеть, мы не можем Его нарисовать. Как у нас некоторые спрашивают, а где у вас это? Где Аллах-то? Где он? Можно посмотреть на Него там? Я говорю, не дано нам этого. Поэтому вот будешь верующим, будешь поклоняться Ему, окажешься в раю и увидишь Его тогда. А здесь ты, говорю, не имеешь права. И никто не имеет права видеть Его. Мы не в состоянии это сделать. Муса, алейхиссалям, еще пытался, да? Просил у Аллаха, о Аллах, покажи мне себя. Да? Поэтому потом покаялся, когда пришел в себя. Поэтому Аллах, Он единственный. Аллах кайюмус самавати валь арадин. Аллах тот, кто создал и держит в своих руках, в своей власти, все небеса и землю. Абсолютно все под Его властью. Ва иляхуль ауалин валь ахирин. Аллах тот, кому поклонялись как первые поколения. То есть нет других существ, творений, которые бы поклонялись кому-то другому. Нет, абсолютно все поклонялись Аллаху. И все последние поколения будут поклоняться только Аллаху. То есть только Он достоин поклонения. Только Он. Фахуаль хайю. И об этом мы говорили, что Он вечно живой. И Его жизни присуще абсолютное совершенство. Человеку своим творением Аллах тоже дает жизнь. Но наша жизнь, она очень ограничена. Временем, возможностями. Так ведь? То есть, во-первых, это Аллах нам дал жизнь. Если бы Аллах не дал бы нам жизнь, у нас никто бы, ни мать, ни отец, никто бы нам эту жизнь не дал бы. Поэтому это благодаря Аллаху. Во-вторых, наша жизнь ограничена. Наши силы ограничены, а жизнь Аллаха вечна. Поэтому почитайте аят аль-Курси. Аллаху ля иляха илляху аль-хайюл кайюм. Аллах вечно живой, вседержитель. Ля та'худуху синатун ва ля наум. И его никогда не может постигнуть ни дремота, ни усталость, ни сон. То есть Аллах, Он не может устать. Аллах не отдыхает. Почему? Потому что Он не устает. Аллах мудрый, Аллах создал, как в Коране говорится, небеса и землю за сколько дней? За 6 дней. А мог Аллах создать небеса и землю за 6 часов? Конечно, мог бы. За 6 секунд, за секунду, за мгновение. Аллах, если Он захочет, чтобы что-то было, Он просто скажет «будь», и оно будет. Оно будет. А почему Аллах создал за 6 дней? Это мудрость Аллаха. Что каждому свое время. Это мудрость Аллаха. И, как говорят приверженцы некоторых религий, они говорят, Аллах создал небеса и землю за 6 дней, а потом, или там за 5 дней, потом Он решил, что? Отдохнуть. Он устал. Как Аллах может устать? Ля та'худуху синатун ва ля наум. Ля та'худуху синатун ва ля. Это же совершенство Аллаха. Поэтому Аллах не устает. Аллах не устает. Вот это есть вечно живой Всевышний Аллах. Маликус самавати валь ард. Аллах царь небес и земли. И Его царствие абсолютно, его власть абсолютно. И никто под Его властью не может, аят аль-Курси, прийти, заступиться за кого-то, кроме как, с Его разрешения. Ля яшфау индаху илля биидни. Никто не может заступиться за кого-то, принести кому-то пользу или вред, кроме как с воли Всевышнего Аллаха. Аллах аль-алиму. Аллах всезнающий. Аллах всезнающий. Аллах знает абсолютно все. Абсолютно все. Аллах знает то, что впереди людей, то, что позади людей. И для Аллаха
не существуют такие границы, которые существуют для нас. Как, например, прошедшее время, настоящее время, будущее. Так ведь? Прошедшее мы что-то знаем, что-то уже успели забыть. Настоящее, да, мы что-то знаем, а будущем мы абсолютно ничего не знаем. А Аллах, даже тагдир, судьба и предопределение доказывает нам то, что Аллах знает абсолютно все. И для Аллаха равны явные дела и скрытые дела. Мы слышим от брата его слова, но не слышим его что? Мысли. Аллах так же, как знает его слова, Он также знает его мысли. Аллах так же, как знает его прошлое, Он знает его настоящее, Он знает его будущее. Потому что тагдир как раз, это и есть знание Аллаха. Тагдир, судьба и предопределение как раз доказывает нам всеобъемлемость знаний Всевышнего Аллаха. Поэтому Аллах аль-алим. И ничто не может быть помимо или за рамки знания Всевышнего. Как Аллах говорит, даже лист не упадет с дерева, кроме как Аллах это знает. И Аллах это разрешил, и Аллах дал силы, возможность совершиться этому. Поэтому это образное выражение. Да? Это как бы и в прямом смысле, и образное. Потому что Аллах дает нам понять, что даже то, что лист падает с дерева, Аллах об этом знает. Вот мы сидим дома, да, а у нас в саду деревья. Иногда мы не знаем, сколько там деревьев, да? И мы не знаем, сколько там веток, мы не знаем, сколько там листьев. Мы говорим, это чье дерево? Это мое дерево, да? Да, у меня же в огороде, да? Но Аллах знает каждый листочек. И каждый лист, он упадет только когда Аллах разрешит ему это сделать. Поэтому все, абсолютно все под властью, под знанием Всевышнего Аллаха. И даже муравей, даже пылинка не может шевельнуться без знания и веления Всевышнего Аллаха. И об этом мы говорим после каждого намаза. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха мы говорим, но ля хауль вот как раз это означает. То есть ни одно существо не может ни появиться, ни исчезнуть, ни поменять свое место, поменять свое состояние, свой образ, да, кроме как по воле Аллаха. Все по воле Аллаха. Ни одна клетка не может, там, например, когда мы идем там, травмпункт, там, хирургу, да, хирург что делает? Он делает то, что он должен делать. То есть он создает, там, чистит, очищает, там, может там, зашить рану, да, то есть он создает все условия. То есть это так же, как механизатор, он сеет, то есть он кладет семя в землю, создает условия и ждет. Вот здесь то же самое. На уровне клеток, как это все заживает, кровь, то, какие там процессы, какие наисложнейшие реакции там происходят внутри организма, как борется с этим, иммунитет. Ну, я не специалист, да, но это мы даже не можем себе вообразить это. Как, что там, это все Аллах. Поэтому лечит врач, а исцеляет кто? Аллах. Поэтому Аллах всезнающий. Аллах всезнающий. Аллах знает не только наши слова. Аллах знает то, что мы таим у себя там, где-то внутри, о чем мы даже, может быть, сами не подозреваем. Аллах все это знает. Аллах все это видит. Аллах все это видит. Аллах всевидящий, аль-басир, который указывает на совершенство его, то есть, который указывает на его совершенство. Аллах видит все, абсолютно все. Аллах видит каждого своего муравья, которого Он создает на этой земле. Аллах видит каждую ножку этого муравья. Аллах видит каждый орган этого муравья. Внутренние, наружные органы. Аллах видит каждую реакцию, которая происходит внутри этого муравья.
сколько там жидкости, сколько там крови, сколько там органов, сколько там клеток и так далее, и так далее, и так далее. Аллах видит абсолютно все. Не то, что Аллах видит муравья, как в хадисе говорится, в темную ночь, безлунную ночь, как черный маленький муравей ползет по черному камню. Аллах видит все, что происходит внутри этого муравья. И все происходит только по воле Аллаха. Ничто само по себе не может происходить. Поэтому Аллах все это видит. Аллах всевидящий. Аллах ас-самир. Аллах всеслышащий. И все, что человек говорит про себя, шепотом или про себя, или вслух, Аллаху это все равно. Аллах все видит, все слышит. Все. И то, что Аллах сейчас видит кого-то, это не мешает ему видеть кого-то другого. Так ведь? Например, даже что касается слуха Всевышнего Аллаха. Если сегодня, сколько там человек? 7-8 миллиардов, да? Если вот эти 8 миллиардов людей сегодня, или там сколько-то миллиардов джиннов, ангелов, если они все поднимут руки, и каждый начнет говорить своими словами, своими мыслями, на своем языке, каждый будет говорить, то, что Аллах будет слушать одного, это не будет отвлекать его, слышать другого. Вот мы приходим домой, дочка приходит, что-то говорит, сын выходит, что-то говорит, жена что-то говорит, и мы что говорим? Все, давайте по одному. Потому что мы даже двоих не можем. Даже когда ребенок начинает быстро-быстро говорить, мы говорим, так, можно помедленнее. Да? То есть у нас ограничено все. А тут представьте себе, 8 миллиардов людей говорят там на 1000 языках, своими какими-то словами, которые, может, даже его сосед может не... Аллах абсолютно слышит все, абсолютно видит все. Абсолютно. Поэтому отвлечь Аллаха от кого-то, от чего-то невозможно. Его зрение абсолютно, его слух абсолютно, его знание абсолютно, его правление абсолютно. И хадис от Аиша, радийаллаху анха, когда она находилась дома с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, она была в другой комнате. К ним домой пришла женщина. Эту женщину звали Хауля бинт Фа'ля. То есть это была уже такая пожилая сподвижница, которая долгое время жила со своим мужем, служила ему, отдала, как говорится, всю свою молодость, всю свою красоту ему, родила ему детей. И вот в один прекрасный день они поссорились, у них что-то случилось, да, где-то, может быть, жена что-то воспротивилась мужу, и муж сказал страшные слова. Кто знает эту историю? То есть этот муж, он вспомнил обычай, который был у арабов до исламское время. Ну, что делать? Люди пришли в ислам, но еще какие-то вот эти ненужные обычаи, они остались, да? Араб, когда, хотел причинить какой-то вред, наказать свою жену, он говорил жене: твоя спина перед моими глазами подобна спине моей матери. То есть, что это значит? То есть, ты как женщина мне абсолютно неинтересна. То есть, у меня нет никакого влечения, да, по отношению к тебе. Все, ты для меня там все. И это означало у арабов, что все, он отказывается от нее навсегда. И вот он сказал эти слова. Пошел, потом, что-то в гневе, потом вышел, там пообщался с приятелями, как в хадисе говорится, потом что-то вспомнил, что у него жена есть, что-то захотел жену, да, пришел, вернулся, идет к ней, она говорит: нет, я не приближусь к тебе и не дам тебе приблизиться ко мне, пока я не попрошу у Аллаха и его посланника.
То есть пока Аллах и посланник мне не ответят. И он пошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с жалобой. Потому что на самом деле это было унижение женщины. Когда ты женщине говоришь, все, ты для меня там, как женщина, никто, никакого там, так скажем, сексуального влечения, к тебе нет никакой страсти, нет у меня, ты для меня как моя мать. Все. То есть это было унижение. Она пошла с жалобой к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Она зашла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и что-то говорила. Айша слышала ее слова, но некоторые слова, она говорит, до меня доходили, а некоторые нет. И вот Айша говорит, «Альхамдулиллахи аллази васи'a сам'ухул асват». Хвала Аллаху, альхамдулиллах, хвала Аллаху, слух, слышание которого объемлет все слова, все шумы, которые исходят от человека. То есть Айша, находясь в соседней комнате, она какие-то слова слышала, какие-то нет. Потому что наш слух, что? Он ограничен. А Аллах в это время услышал ее жалобу. Пророк, алейхиссаляту вассалям, в одном хадисе говорится, что он сказал, что твой муж, он начал ее успокаивать. Пророк, саллаллаху, как говорит? Я хуайля. То есть это форма арабского слова, то есть с уменьшительно-ласкательная форма. То есть не просто там анас, как пророк саллаллаху говорит, я унейс, то есть анасик, как анасик, да, анасчик, вот так. И вот он обратился, успокаивая эту опайку, да, которая пришла там, она возмущенная, обиженная, да, что муж там от нее отказался, да. И она же понимала значение этих слов, да. И пророк саллаллаху алейхи говорит, я хуайля, то есть как там, хаулюшка, что ли, вот, то есть вот так ласково обратился к ней и сказал, успокойся, говорит, твой муж все-таки он уже такой пожилой, поэтому постарайся быть благочестивой по отношению к нему. И тут Аллах не посылает аят. В ответ ее жалобе Аллах отправляет кого? Джибрииля. И Джибрииль приходит к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с ответом к ее жалобе. И вот Аллах говорит, «Кад сами'а Аллаху кауля лати туджадилука фи зауджиха». Аллах уже услышал слова той женщины, которая пререкалась с тобой по отношению к ее мужу. То есть Аллах услышал ее слова. Таштаки иля Аллахи, и то есть она жалуется перед Аллахом за мужа, да? Валлаху ясмау тахауракум. И Аллах услышал ваши слова. И что? Аллаху, инна Аллаха сами'ун басир. Воистину Аллах всеслышащий и всевидящий. И Аллах наказал этого мужа. Наказал. Он не имел права приблизиться к ней, пока не постился сколько? 60 дней. И если по какой-либо причине он прервет один день, все, он должен начинать заново. То есть это было наказание. Не надо языком это, да? Не надо обижать женщину. И вот даже был такой случай, Умар ибн Хаттаб. Все же знали, что этот аят был ответом за ее обиду. Так ведь? И вот Умар ибн Хаттаб как-то идет по улице там с важными курайшитами, за ним такие мужи идут, тук-тук-тук. И к нему обращается эта женщина, Хауля. Она была такой маленькой, там уже пожилой, да. Что-то сказала Умару, Умар идет к ней и вот так прямо нагибается перед ней, чтобы послушать ее. И он такой сидит и слушает, а стоит и слушает, да. А тут курайшиты стоят, что за старуха, да, то есть, вот все, он о них забыл, Умар, и все, начал вот так слушать ее. Когда она ушла, Умар выполнил то, что она просила, и начали, Умара за это как бы бронить. То есть, я Умар, то есть тут великие мужи стоят, курайшиты, тут у них у каждого свое дело, а ты нас бросил и начал с ней. И он говорит, а вы знаете, кто это? Умар ибн Хаттаб говорит, вы знаете, кто это? Они такие, нет. Это, говорит, Хауля, это та женщина, которой Аллах отправил Джибрииля с ответом в Коране, аятом. Поэтому, если бы даже, говорит, она тут сидела возле меня до ночи, я бы, говорит, сидел и слушал ее, говорит,
чтобы выполнить ее. Если настало бы время дополнительного обязательного намаза, я, говорит, пошел помолился бы и вернулся бы быстрее к ней, чтобы дослушать ее и решить ее проблемы. Поэтому вот так Аллах защитил. Вот этот тот хадис указывает на что? Айша, которая находилась в соседней комнате, раньше таких стен не было. Мы знаем дом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да? Это шатер, шумоизоляции не было. Но она не услышала некоторые слова. И она говорит: «Альхамдулилля», слава Аллаху, хвала Аллаху, который услышал, который объемлет, его слух объемлет абсолютно все. Поэтому вот это есть качество Всевышнего Аллаха. И мы должны, дорогие братья, изучать нашего Создателя. Мы должны знать, что Его милость абсолютна. Его милость абсолютна. Его милость объемлет все, что на небесах и все, что на земле. Аллах никого не наказывает без вины, без причины. Если Аллах кого-то одаряет, это милость Аллаха. Если Аллах кого-то лишает, это мудрость Аллаха и Его справедливость. То есть в этом тоже величие. Аллах никогда никого не наказывает без вины и без причин. Аллах, когда Ему поклоняются, Он благодарит Его. Ни перед кем Аллах в долгу не остается. Аллах дает ему от 10-кратным, наименьшие награды, в 10-кратном до 700. Так ведь? А за некоторые виды благодеяния Аллах дает неисчисляемое количество. Поэтому, как, например, сабр, как, например, пост. Аллах благодарный, и Он любит благодарных. Аллах тот, кто творит добро, и Он любит тех, кто творит добро. Аллах прекрасный, Аллах любит прекрасное. Аллах благой и любит каждое благое. Аллах знающий и любит знающих. Аллах терпеливый и любит терпеливых. Аллах великодушный, щедрый и любит щедрых. Аллах любит щедрых. Аллах сильный, и из двух верующих Он любит кого? Кто сильнее. Так ведь? Сильнее. Поэтому Аллах благочестивый, и Он любит благочестивых. Аллах справедливый, Он любит справедливых. Аллах стеснительный и любит кого? Тех, кто умеет стесняться. И вот это некоторые имена и некоторые качества Всевышнего Аллаха, но даже узнавая, ознакомясь с этими качествами, с этими именами, сердце раба раскрывается перед ним, да, и его сердце начинает восхвалять Всевышнего Аллаха за Его величие, за Его совершенство. И чем больше мы будем давать сердцу знания об Аллахе, о Его именах, о Его атрибутах, тем сердце наше будет больше величать, восхвалять, восславлять Всевышнего Аллаха. И это тем больше будет отражаться где? На наших словах и на наших делах. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.